И мы возвращаемся в студию. Сейчас мы будем говорить о самом дорогом, об украинской армии. Недавно, буквально днями, в Deutsche Welle, немецком издании, появилось интервью исследователя швейцарского института СИПРИЛ Симона Веземана, где он рассуждал о том, что Украина в 2016 году уменьшила свои расходы на армию, на оборону и в процентном отношении относительно ВВП, и в деньгах, если считать, в твердой валюте. И Симон Веземан сказал о том, отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что ему это кажется странным. Но спрашивать об этом надо украинцев. Ну, вот мы и спросим. У нас с нами сейчас в студии Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, сотрудник оперативного управления Генштаба с 2003 по 2006 год. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу этого интервью? Как вам оно? Вы согласны о том, что это странно, сокращение? Ну, это очень странно, и, в принципе, как для обывателя это выглядит. Для меня, как для военного человека, есть некоторое понимание этого процесса, в том плане, что в 2015 году произошло, точнее, в конце 2014-го, в начале 2015-го произошло развертывание вооруженных сил Украины до численности 250 тысяч человек. Далее была интенсивная комплектация вновь созданных частей и подразделений техникой и вооружением. Я не беру сейчас личный состав. Вот. И на конец 2016 года, точнее, на конец 2015 года мы фактически имели полный комплект по технике и вооружению. Мы остановили то, что было, как она должна была быть, вот эта вот постсоветская армия. Да, мы вернулись, в принципе, к вооруженным силам УССР. Вот так. Старой советской армии. Старая советская модель с советскими уставами, в том числе и боевыми уставами. Мы вернулись. И поэтому вопрос на 2016 год, ну, у нас, кстати, по сей день, я должен сказать, что, к сожалению, у нас даже нет программы развития вооруженных сил. Государственной программы. Вот, интересно. Да, и она не утверждена до сих пор. Мы говорим все время о модернизации, стандартах НАТО и не имеем программы. И говорим о том, что реформы идут решительные реформы, в том числе и в вооруженных силах, но программы развития вооруженных сил на сегодняшний день не существует, как документа, юридического документа. Поэтому на сегодняшний день нет понимания, что мы вообще строим, какую мы модель создаем. Да, все говорят о профессиональной армии, но то, что мы создаем, это просто контрактный вид службы. И то мы не можем 100% перейти на контракт. У нас еще до сих пор сохраняется такое понятие, как призывники-срочники. Слушайте, у нас есть промо-ролик украинской армии. Как это все выглядит, как мы завлекаем молодых людей на контракт. Я попрошу наших режиссеров поставить его, если это возможно. Бути чи не бути з армією – ваш особистий вибір. Але війна ще не скінчилась. Ось вже більше 2 років ми захищаємо мирне небо у вас над головою, не змикаючи очей ні вдень, ні вночі. Ціною наших життів ми утримуємо хиткий кордон від ворожих загарбників і чекаємо. Чекаємо наказу йти вперед, іти визволяти рідну землю.
Выглядит впечатляюще. Очень. Правда Ну, или сказки? Нет, в принципе, кстати, очень много сюжетов взято из учений Сибриз, которые проводятся в рамках программы «Партнерство заради мира» вместе с натовцами на полигоне Широкий Лан. Именно морская тематика, то, что я увидел. Из новых образцов вооружения я увидел только БТР-4Е. И один раз показали вариант модернизированного автомата Калашникова для спецназа. Все остальное, в принципе, старое советское вооружение. Смотрите, В плане вот драматургии скажу, что да, впечатляет. Прекрасно. Я просто хочу спросить, потому что Сипри, вот Симон Веземан, он пишет о том, он объясняет о том, что из 55 миллиардов гривен, на самом деле это смешно, 55 миллиардов, то есть российский 600 с чем-то, да? Да, там 60... В 11 раз больше. Больше, да. Там 62 триллиона рублей, по-моему, что-то такая цифра. Так вот, из 55 миллиардов 11 только 11 должны были быть направлены на развитие вооружения и техники. И при этом, если мы возьмем сегодняшнюю стоимость вооружения и техники, а 11 миллиардов гривен разделим еще на курс доллара США, то мы получим, в принципе, довольно смешную цифру, довольно Вообще-то да. маленькую. Ну, смотрите, манипуляция начинается на самом верху и с самого начала. Ведь дело в том, что мы не 5% ВВП выделяем на оборону. Мы выделяем 5% на весь силовой блок. Весь. Ух ты. Да. То есть на полицию, На МВД. Чудесно. На национальную полицию, потому что она идет отдельно. Любая организация, имеющая в своем названии слово «национальная», она идет отдельной строкой в бюджете страны. То есть бюджет национальной полиции не входит в бюджет МВД. Национальная гвардия тоже сюда входит, в эти 5%. Служба безопасности Украины и, по-моему, там еще служба государственной охраны, вот не помню точно. Но сюда входит весь силовой блок. И реально, если мы отделяем вот там 129 миллиардов в 2017 году, да, из этих 129 миллиардов меньшую половину, 64 миллиарда, получают вооруженные силы. Все остальное делится между силовиками. Слушайте, ну это... Вообще это шок, вот то, что вы сейчас рассказываете. Быть воюющей страной. Да. И таким образом... И тратить такие копейки на... Получается, что вооруженные силы получают всего-навсего 2,5% ВВП. Но вот Веземан, он объясняет это тем, что после вот этого стресса начала боевых действий, как было некое затишье, началась окопная война, это так называется. И страна как-то расслабилась, решили вложиться в экономику. Ну, вот то, что я начал вначале рассказывать, с одной стороны, все поняли, что большой войны уже не будет, что будет оппозиционная война или окопная война, как ее в народе называют. Плюс укомплектованность частей и подразделений достигла своего предела в технике и вооружении, я имею в виду, не в людях. Поэтому такой огромной потребности в вооружении, в перевооружении или в закупках вооружения у нас не возникло. Остались отдельные проекты, вот типа миномета «Молот», да, ну, я считаю, что это чистейшее отмывание бюджетных денег, потому что это самое ненужное на сегодняшний день вооружение для вооруженных сил Украины. Можете мне объяснить, почему мы не покупаем оружие? Могу объяснить, потому что дело в том, что если мы начнем сейчас покупать оружие, даже у кого? Вопрос. Ну, слушай, хорваты же справились. Нет, понятно. Вопрос, у кого покупать вооружение. Если покупать у Российской Федерации и оставаться на старом советском стандарте, да, то у нас Россия основной производитель старого советского вооружения. Значит, надо идти к ним. Если к России не идти, значит, надо переходить на что? На натовский стандарт. Безусловно. В принципе, для этого надо что? Надо строить патронный завод под натовский стандарт. Надо покупать винтовки натовские, под натовский патрон. Соответственно, что надо делать? Надо автоматы Калашникова выводить из вооружения. Нельзя, на двух боеприпасах мы не усидим. На двух разных стандартах. Надо переводить... Либо так, либо так. Постепенный переход в мирное время возможен. В военное время будет довольно тяжело. Хотя это, в принципе, решаемая проблема. Организационно сложная, но решаемая. Ну, условно военный период, потому что у нас одна часть сидит на передке, как это называется, и воюет, а другая часть, вторая, третья линия, то есть, да, в принципе, сидит вторая, тихо. третья линия, там практически уже ничего не... там есть части, которые подпитывают переднюю линию, а все остальные переведены в пункты постоянной дислокации. Олег, это же серьезный вопрос, потому что у нас есть военные заводы, у нас есть конструкторские бюро. Мы, на самом деле, Россия первая, но мы-то вторые.
Сколько времени Ну, Украина была лидером во многих в продаже очень У многих нас есть видов такие вооружений. отрасли, по которым мы Мы до и сих пор. Россию опережаем. Так. В России нету, допустим, полного цикла ракетного производства, у нас есть Южмаш. У нас, тем более, у нас есть потребность, у нас есть заводы, у нас есть научные кадры, которые, будем откровенны, если их сейчас не загрузить задачами, не работой, а именно задачами, ну, мы просто потеряем это, мы превратим... Ну, к сожалению, мы уже теряем мы уже- потенциал. Уже генеральный конструктор завода «Антонов» Уехал. уехал в Азербайджан. Подписал И контракт. вот эта проблема, почему наши заводы не переходят, не идут на сотрудничество, например, с западными производителями вооружения? Почему мы не отдаем свои мощности в СО какую-то аренду? И Я не это знаю. было бы не только... Но смотрите, у нас, кстати, наблюдается... Ну, это политическое решение. Это такова политика президента, его команды. Именно Почему? президента? Да, потому что он отвечает за оборону страны. Это его прерогатива. Вместо того, чтобы, допустим, как вы говорите, привлечь инвестиции и отдать в аренду наши предприятия, да, мы создаем Укроборонпром. Мы создаем монопольного монстра, который душит даже тех частных производителей, которые сегодня готовы либо модернизировать, либо производить новое вооружение для вооруженных сил Украины. У нас очень много частных компаний, которые готовы выйти сегодня на рынок и готовы участвовать в тендере для того, чтобы поставлять и производить и поставлять оружие для вооруженных сил. Оружие, технику, там, имущество, все что угодно. Начиная там от пошива формы и так далее. Это же логично. Воюющая страна, это По идее, да. То есть мы Но, говорим об инвестициях, В это принципе, инвестиции. Израиль как вышел? Так Израиль вышел. начал с патронного завода. Он Израиль построил... начинал с советских танков, которые они брали и как-то модернизировали, Да. и на них воевали. А потом они построили патронный завод. Они поняли, что боеприпас должен быть свой, чтобы ни от кого не зависеть. В результате на сегодняшний день в Израиле, ВПК в Израиле выходит практически на первые места. И сейчас уже Соединенные Штаты задумываются о лидерстве по продаже вооружения, потому что есть такая страна, как Израиль, которая, кстати, всеми силами пытается влезть в сирийскую войну с одной единственной целью, для того, чтобы продемонстрировать возможности своего вооружения. Слушайте, вот вы не поверите, но у нас есть промо-израильской армии. Мы можем просто сравнить. Два ролика, да? Да, Давайте. это так случайно, рояль в кустах. Да. Everybody back up. Everybody back up. Take the bodies out! Call the ambulances! I'm done giving first and second fucking chances! I'm a killer, I'm a killing, I'm a killing! I'm a killer, I'm a killing, I'm a killing! Night after day, after night, I work, hustle, kill, and I fight. Might as well give me the throne that you inherit. And while you're at it, give me the badge, cause I'm the sheriff. Everybody back up! I want this! I want this! I want this! I'm bigger than a Mac truck! I want this! 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 Some people are walking blind, and other people fall in line. But I'm too busy chasing mine to let the world leave me behind. I'm going for mine. Getting to the top is just a matter of time until I get mine. Never looking back, cause I'm on my grind. I'm going for mine. Ну, по драматургии слабее. Смотри, по драматургии, да, но вы обратите Ну, внимание, знаете, люди. Что меня, да, вот в самом вот- начале ролика вот этот танк, стоящий в камнях, да, видно, что это боевой танк, что это не показуха. В том-то и Это суть. И эти съемки. самолеты есть не показухой. Более того, если мы говорим, вот мы сейчас говорим о том, что позиционная война, все это понятно. О том, что, ну, и то же самое, что говорит Веземан, о том, что, ну, в принципе, ну, идут обстрелы, но это не война. Ну, давайте откровенно, это не широкомасштабная война, это не тот кошмар, который Это мог вооруженный бы конфликт быть. низкой интенсивности В общем, на да, сегодняшний день. пока так. Нам повезло. Нам В этом повезло. отношении, да. Но суть в том, что Израиль, когда мы говорим об израильской армии, они берегут людей. Подобный вид войны, когда идет постоянные перестрелки и время от времени эскалации, предполагает вооружение такого уровня, которое защищает людей.
Когда солдат фактически Израиль переходит к войне роботов, В общем, да. по большому счету. У нас люди сидят, те, кого мы говорим, 250 тысяч армия. Ну, послушайте, мы не бережем их. А вы Каждый знаете- день, а вы сегодня знаете, опять там, погибшие. Там совсем другое отношение. Я вам даже приведу просто пример. В сентябре 2016 года Нетаньяху, премьер-министр Израиля, издал инструкцию, согласно которой весь кабинет министров Израиля обязан присутствовать на каждых похоронах солдата. Представляете? Кабинет министров. То есть все министры, солдат погиб, они все приезжают на похороны. А когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал, чтобы они не забывали, что у нас страна воюет, что страна находится в состоянии войны. И как вы думаете, эти министры каждый день, бывая на похоронах солдата израильской армии, они потом о чем думают? О том, чтобы он погиб или о том, чтобы он не погиб? У нас за март месяц мы потеряли 50 человек. 50 человек убитыми, около сотни раненых. У нас даже траура не объявили. Слушайте, вы говорите страшные вещи, но это правда. Это Помните парад Дней независимости во время Иловайского котла? 14 год, да. То есть, это чудовищно. Начальник генерального штаба получает звание генерала армии, министр обороны рядом с ним на трибуне, президент, а под Иловайском умирают люди. крошат наших... Мы же не знали даже об этом. Эта информация, в принципе, она не афишировалась, что происходят подобные вещи. Да, мы единственное, что увидели, мы не понимали тогда даже, почему родственники перекрывали Воздухофлотский проспект и требовали помощи. Хотя был 7-тысячный резерв, который стоял в 150 километрах от места вот этих событий, и тем не менее, несмотря на обещания президента, он не сдвинулся с места на тот момент. Вообще, я вам скажу, вот смотрите, давайте, вот то, что мы говорили в самом начале, на сегодняшний день нет понимания вообще, какую армию мы строим. Мы даже за образец не взяли никаких вооруженных сил. Вот я вам приведу. Пару недель назад Министерство обороны анонсировало, что они вводят сержантские звания. Сержант роты, сержант батальона, сержант бригады, сержант вооруженных сил. Американская, вроде бы казалась американская модель. Очень хорошая вещь. Но вы понимаете, что под сержанта роты и выше, я не беру там замкомвзвод, командира отделения, они как были, так они и есть. Есть устав, есть обязанности, все остальное. Но от сержанта роты и выше надо переписать весь устав внутренней службы. Надо выделить им функциональные обязанности, права этим сержантам, и надо их выделить, эту вертикаль сержантов, их роль и место в структуре вооруженных сил. Солдаты очень обижаются сейчас, что это советская структура. Особенно добровольцы, кто в самом начале пошел на фронт голыми и боссами. И они выстояли, они подписали контракт, и они шокированы тем, что сейчас происходит. Ну, сейчас, к сожалению, я так понимаю, что главная задача, чтобы армия не стала сильнее. Почему? Потому что тогда логично встанет вопрос, а почему мы не идем в наступление. Кстати, такой вопрос очень общество поднимало в 2015 году, когда мы разрекламировали, что у нас чуть ли не самая мощная армия в мире. Помните, да, эти статьи, публикации, где мы показываем, мы развернули армию, у нас опыт гибридной войны, у нас все. К нам учиться. Да, все приезжают к нам учиться, и общество сразу же стало поднимать вопрос, а почему же мы тогда не идем в наступление? Если Так, мы почему мы не идем в наступление? Ну, потому что, к сожалению, вот этот тлеющий конфликт, вечная война, если так можно ее назвать, на сегодняшний день это гарантия пребывания у власти той политической команды, которая находится там. Если война закончится, сразу станет вопрос, где реформы, где борьба с коррупцией и все остальное. Вы проговариваете точку зрения, она действительно есть. Она здесь витает о том, что можно освободить оккупированные территории, ну, хотя бы Донбасса. Но это не делается намеренно, потому что это сохраняет власть. И все-таки Российская Федерация, как страна, армия которой на сегодняшний момент подготовлена к такой войне, потому что с 2008 года они начали свою модернизацию. После того, как они столкнулись с Грузией, с очень интересной ситуацией, когда маленькая грузинская армия фактически удержалась. Да, в момент удара без всем применения вот это... авиации и артиллерии они Цхинвал просто сожгли. Поэтому российская армия модернизировалась. У них совершенно другая система. У них вот эти... Это то, что НАТО говорит, что даже НАТО не понимает, как они... То есть у них нет таких форм маленьких бригад, очень быстрых, мобильных, супермобильных. Ну, немножко вас разочарую. Дело в том, что, смотрите, да, модернизация была. Вот при Сердюкове был очень хороший министр обороны Российской Федерации, был такой Сердюков.
При нем он дал карт-бланш начальнику генерального штаба, и тот действительно делал модернизацию. Максимум, что они успели сделать, это рота-батальон, частично бригада. И когда они реально потом впоследствии, уже после Грузии, столкнулись на учениях все получалось красиво, да? Когда они сейчас столкнулись с Сирией и Украиной, они отказались от бригадного состава вооруженных сил. Они возвращаются на полк дивизии. Почему? Потому что не хватает. Они не понимают, они не поменяли в коренным образом структуру вооруженных сил. Там надо, под бригаду надо менять систему управления войсками, надо менять систему принятия решений. Ведь в армии Соединенных Штатов, знаете, кто решения принимает? Капитаны и майоры. Ну, безусловно. У них нет того количества генералов, как у нас. Вы же тоже это знаете. Там у них командир бригады, точнее, не командир бригады, а командующий группировкой войск, он утверждает готовое решение. Он может его откорректировать, он может его не утвердить. Но формируется решение вот там внизу, командиром батальона, который непосредственно будет выполнять своими людьми боевую задачу. И он определяет силы и средства, там, усиления, там, поддержки и так далее, которые ему необходимы для того, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Forces Commander называется эта система формирования решений. Если мы говорим, переходим на натовский стандарт, то надо его... Поэтому Россия отказалась. Ведь, кстати, насчет, я считаю, это миф насчет непобедимости российской армии, потому что они в Сирии, воюя с ополчением, с настоящим ополчением, не с регулярными частями, они не смогли изменить ситуацию. Они утюжили, они применили тактику войны Вьетнама, ковровые бомбардировки. Они утюжили Алеппо до тех пор, пока боевики просто не ушли с разрушенного города. Они его стерли с лица земли. Да-да, но смотрите, вот это, кстати, очень правильное замечание, что непобедимость российской армии – это миф. Это правда. Тем более, что, но опять-таки, если мы сейчас говорим, что мы не можем позволить себе победить российскую армию, как помните в старом анекдоте, нам потом их всех кормить, вот, и у нас другая задача – освободить свои территории, максимально сохранить своих людей. Это крайне важно. То есть это совершенно другие задачи. Более того, почему я это спрашиваю? Вот вы буквально недавно, я просто смотрела, по-моему, вчера даже или позавчера на «Свободе слова» вы были вместе с Юрием Смешко, это бывший глава СБУ, как раз тоже 3-5 года, и он сказал такую вещь интересную о том, что для таких войн, как вот сейчас происходит, у нас есть 4 столпа, которыми страна может победить в такой войне. Это дипломатия, это армия, это экономика и это информация. Ну, до вас здесь был Андрей Герус, мы говорили об экономике, о том, как мы 3 года снабжали электричеством контролируемые заводы с неконтролируемых территорий, сколько нам это стоило. А дипломатия – та же история. Вот сейчас поднимается скандал о том, что дипакадемия Министерства иностранных дел, которая и так там мизер просто людей, учащихся, она сейчас расформируется в курсы. То есть, понимаете, в России МГИМО, а у нас курсы. Ну, это дичь абсолютная. И вот теперь мы говорим об армии, у нас идет сокращение бюджета, ну, это даже не то, что сокращение, я считаю, что нерациональное использование. Это не то, что... Дело в том, что на сегодняшний день, если мы посмотрим реальные цифры, вот как даже разбиваются эти 64 миллиарда, то это бюджет проедания. Это бюджет проедания. Основная масса денег уходит на содержание армии, на содержание. Я уже не говорю о каком-то развитии или там закупках вооружения. Самое обидное то, что мы даже отказываемся от того, что нам дают бесплатно. Что нам дают бесплатно? А в 2014 году нам Канада предлагала F-18. Почему мы не взяли? Хороший вопрос. F-18 это самолеты. Да, это самолеты. А он кто-то умеет вообще на них летать? А какая разница? Дело в том, что самолет не продают просто так. Он же идет с комплексной программой. А какая разница? Мы подготовили бы наших летчиков, переучили бы их на... Ну хорошо, даже год бы мы потратили на это, но сегодня у нас бы был натовский самолет F-18, многоцелевой самолет, и мы могли спокойно себя чувствовать, Олег, что небо у нас закрыто. У нас остается очень мало времени, буквально пару минут. А я хотела бы еще, чтобы одну тему вы прокомментировали. Тот же СИПРИ в феврале месяце этого года опубликовал статью о том, что Украина продает России военной продукции больше, чем при Януковиче. Это было опубликовано в «Вестях».
Вчера, буквально на днях, Путин, ну, вчера или позавчера Путин рассказывал о том, что они с 2020 года там готовы отказаться от двигателей вертолетных наших, то есть они каким-то образом их приобретают все-таки тем или иным способом. Я хочу понять, мы что, продаем России вооружение? Не напрямую, да, в полном объеме. Дело в том, что официального состояния войны между нашими государствами нет, и нет оснований для разрыва тех контрактов, которые существовали до 2014 года. Поэтому все предприятия как и работали, как у них был оборонзаказ от российских вооруженных сил, так он и остался. Единственное, что он не прямой. Вот сейчас, если вы по документам посмотрите... Через Китай. Не обязательно через Китай. Я вам приведу пример. Мотор Сич, завод Запорожье, да, выпускает газотурбинные двигатели для ракетных катеров, которые сейчас строятся в Севастополе на судоверфях. А знаете, кто покупатель? Монголия. Слушайте, но Огромная вот морская тогда, кстати, держава Монголия покупает двигатели для ракетных катеров. я хотела спросить, просто тогда вот эту заметку, вот именно эту статью, это исследование СИПРИ, некоторые эксперты говорили о том, что оно некорректно, и был очень серьезный скандал. Говорили о том, что швейцарцы включили в свою статистику данные за 2014 год. Нет, дело в том, что очень много... У нас, к сожалению, у нас в стране не запрещены офшоры. И так как это в Европе. И найти конечного бенефициара договора фактически нереально. И все вот эти контракты прокручиваются через офшорные компании. Поэтому реально, если смотреть по документам, то нет, мы продаем каким-то там неизвестным странам, неизвестным фирмам свое вооружение, тем самым загружая заводы. Где оказывается это вооружение по финалу этого договора? Ну, это надо только отслеживать с помощью разведслужб и так далее. Тогда последний вопрос очень коротко. Возможно вообще модернизировать армию при таких условиях? И самое главное, что мешает ее модернизации? Отсутствие, ну, банальная, конечно, фраза, отсутствие политической воли. Желание руководящего звена в нашей стране модернизировать и армию. Ее вполне возможно модернизировать на сегодняшний день. Можно подписать партнерский договор, вот как мы с Канадой, да, подписали. Можно взять вплоть до того, чтобы взять вооружение в лизинг, для того, чтобы... Россия брала в долг, кстати. Кстати, да, никаких проблем. Ну, Польша, правда, за 10 лет перешла на натовский стандарт в полном объеме. И в результате у них оказалась армия в 2 раза меньше. С 240 тысяч они 105 сохранили. Но зато они сейчас все натовские и прекрасно себя чувствуют. Скажите мне, контракт или мобилизация? Ваше мнение? Ну, то есть тотальная служба? Я считаю, что контракт, никаких призывников не должно быть. Армия должна быть исключительно профессиональной и исключительно наемной. Единственное, что я бы предложил, это немецкий вариант, как часть взять за основу. Кстати, в Израиле тоже это практикуется. Сделать 2 или 3 вида альтернативной службы. Это первый вариант, это волонтерство. Отправляют их вместо службы в армии, ну, это пацифисты в основном идут, или люди потом, вот. И второй вариант – это служба по контракту вне боевых частей. То есть в частях обеспечения. То есть те, кто сидят у нас и получают боевые. В тылу там сидят на складах и так далее и тому подобное. Надо избавиться от такого неподъемного груза, как заводы и предприятия. Их там больше тысяч. Мы уже должны заканчивать. И тут я с вами... То есть опять-таки надо избавляться от лишних заводов и надо оставить комплект. Во-первых, надо разобраться, что мы хотим. В конечном итоге. Это важно. Что мы хотим? Потом оставить комплект вооруженных сил, который мы будем там по новой кроить и перестраивать, да. Остальной весь обоз надо отдать. Отдать его там в кабинету министров, и пусть он с ним разбирается, Министерству экономики или кому там. Вот. Спасибо большое. Поблагодарим Олега Жданова за очень интересную беседу. И я хотела бы напомнить, что это очень важно знать, чего мы хотим. Потому что очень часто в украинском обществе сейчас в медиапространстве можно услышать, что мира, срочно хотим мира. Но воюющая страна должна хотеть победить. Вот это важно. Хотеть победы. Я прощаюсь с вами. После небольшого перерыва программу «Бугунь» продолжат Осман Пашаев и Оксана Денисова. Всего хорошего.